Сегодня, 1 сентября, в главном корпусе КРСУ проходит торжественная линейка, посвященная Дню знаний специально для первокурсников. В этом году в Кыргызско-Российский славянский университет зачислено около 2000 человек. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые студенты и педагоги нашего замечательного вуза. Мы приветствуем вас на традиционном празднике в честь Дня знаний, посвященному началу нового учебного года. Дорогие друзья, Кыргызско-Российский славянский университет является первым в СНГ учебным заведением совместного ведения двух государств – Кыргызской Республики и Российской Федерации. Вчерашние школьники, а сегодня уже новоиспеченные студенты познакомились со своими одногруппниками, преподавателями и представителями ректората вуза. Со словами приветствия к собравшимся обратились ректор университета, академик Владимир Нефадьев, и атташе по образованию и науке посольства Российской Федерации в Кыргызстане Роберт Федоров. Мы, конечно, горды этим, что вы выбрали наш университет, и поэтому он становится для вас вторым домом. А по большому-то счету вторым домом для вас будет кафедра. Если заведующий кафедрой мужчина, это ваш отец. Если заведующий кафедрой женщина, это мать. И вот та жизнь на кафедре между профессорско-преподавательским составом и группой студентов, вот это и есть вторая ваша семья. Кыргызско-Российский славянский университет по-настоящему уникальный вуз, который позволяет получить российское образование на территории Киргизии. Россия сегодня уделяет большое внимание развитию высшего образования. Ежегодно увеличивается количество бюджетных мест, совершенствуются меры поддержки студенческой молодежи, обновляется учебная инфраструктура. Посольство Российской Федерации и представительство Россотрудничества в Киргизии ежегодно проводят десятки конкурсов и проектов для студенческой молодежи, и, пользуясь случаем, приглашаю вас принимать в них активное участие. Сегодня среди вас здесь стоят будущие врачи, инженеры, юристы, политологи и представители многих других профессий. И я призываю вас использовать студенческие годы по максимуму, знакомиться, дружить, общаться, участвовать в совместных проектах, путешествовать, потому что, как показывает практика, именно студенческая дружба часто помогает на профессиональном пути. Затем первокурсников напутствовали проректор по учебной работе Салават Усманов и проректор по информации и связи с общественностью Леонид Сумароков. Вы представьте, это 29-й набор. 29 раз мы вот так с напутственными речами выступали перед первокурсниками. Сейчас у нас есть кем гордиться нашими выпускниками. Я надеюсь, мы будем и вами гордиться, когда вы достигнете высоких профессиональных успехов. Конечно, я желаю вам еще активной студенческой жизни, чтобы эти 4, у кого-то 5, у кого-то 6 лет прошли интересно. Сейчас самый такой у вас возраст креативный, много идей, много энергии, поэтому я желаю, чтобы вы ее использовали в мирных, как говорится, целях и на благо нашей страны. Дорогие друзья, я хочу поздравить вас сегодня с большим и важным событием. Сегодня у вас открывается очередной важный и очень интересный этап жизни. Вот здесь как раз таки определится ваше будущее. Через 4-5 лет вы выйдете из стен нашего университета специалистами и будете делать все во благо общества. Но вот это время, 4 года, 5 лет, вам нужно будет заняться не только прочтением лекций, потому что иногда сначала вам покажется, что это очень скучно, а для того, чтобы это скучно не было, я предлагаю вам всем включиться в нашу жизнь. Декан медицинского факультета Анет Зарифьян прочел оригинальное стихотворное приветствие. Друзья мои, в такой майрам, что пожелать мы можем вам? Студенческих счастливых лет, без лишних горестей и бед, открытий, творческих дерзаний, любви без вен заболеваний,
а дружбы без алкоголизма. Побольше света, оптимизма, веселой жизни без депрессий, успешных модулей и сессий, друзей надежных и подружек, лихих студенческих пирушек, полезных лекций и уроков, не слишком вредных педагогов, нацеленности на карьеру, плюс преданности универу, чей с каждым год все шире круг, и крепкого Дэн Соулук.